В залах художественного музея начала работу Чувашская биеннале современного искусства. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Чувашии. До 2 декабря организаторы планируют погружение для зрителей в переосмысленные мифы и историю не только в живописи и видео, но и в инсталляциях. Не забудут и про цифровой мир. Душа его по узенькому мосту, переходя на радугу, поднималась в верхний мир. Легенды чувашского народа, каким их увидел чистый разум, без стереотипов и личного опыта. В работе иркутской медиахудожницы Дарьи Григорьевой «Нейромифология» соавтор «Искусственный интеллект». Каждое предложение я вносила в нейронную сеть, и уже согласно этому предложению нейронная сеть пыталась создать изображение, которое, собственно, соответствует этому описанию. Обращение к прошлому, анализ настоящего и определение вопросов будущего. Биеннале ищет, при этом понимая, что единого для всех ответа на самый важный вопрос нет. Выставка открыта, в выходные будет проходить публичная программа с экскурсиями по городу, встречами с художниками и даже с играми по мифологии. Современное искусство – это, во-первых, вопросы. Это всегда про расширение границ, про то, что мы по-новому можем интерпретировать некие традиционные формы культуры. Вопросов и само современное искусство порождает множество. Что хотел сказать художник? Разве не все, что создается сейчас, современно? Людей постарше на открытии волновал и вопрос, почему организаторы называют биеннале первой. Ведь большое современное искусство в столице Чувашии пусть и не прописано постоянно, но триумфально появлялось ранее. Например, в 2003 году, когда Чебоксары были объявлены культурной столицей Поволжья. Чувашская биеннале – это не только выставка, где представлены работы художников, но это еще и событие, которое объединяет современных молодых художников, разбросанных по всему миру, которые рефлексируют на тему Чувашии, на тему чувашской культуры, чувашского слова, чувашских традиций, обрядов. И при этом не только художники из Чувашии, но и художники из других регионов России. Иногда, чтобы понять свой народ, нужно прислушаться. Песня – рассказ Лизы Шаплиной об истории семьи. Прозрачное стекло и жженое дерево. Предки на необычных пластинных фотографиях проявляются лишь в глазах смотрящего под определенным углом. А песня, которая когда-то спела бабушка художницы, слышна лишь тем, кто подошел ближе и задержался. Культура, она живет в песнях, и эта песня передается из поколения в поколение, и тем самым культура, она существует и по сей день. А чтобы увидеть и составить свое мнение о биеннале, зрителям нужно просто прийти и присмотреться. Анна Филиппова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.